Все на площади Свободы собирались с лозунгами, с флагами. В Елабуге те, кто не смог прийти на избирательные участки, проголосовали на дому. Так представители комиссии у себя дома встречала 101-летняя Клавдия Пустобаева. Елабужанка до сих пор помнит, как в 18 лет в первый раз пришла на голосование. Первые выборы, голосовали Отто Юльевич Шмидт, полярник, и Михаил Иванович Калинин, председатель Совнаркома. Отдать свой голос лично пришел на избирательный участок 100-летний житель Буинска Рауф Тухватуллин. Ветеран Великой Отечественной войны признается, что не пропускает ни одни выборы. Что было все нормально, спокойно, никаких войн, что не было. Особое внимание в дни голосования уделяется тем, кто не может самостоятельно прийти на избирательные участки. В Автограде члены избирательной комиссии посетили больницы и госпитали, чтобы даже находясь в изоляции, граждане не были лишены избирательного права. Я же внезапно попала сюда, приехала и все. Но я согласна хоть где проголосовать. Ну, это долг, наш долг. В Нижнекамске, как и во многих городах и районах республики, день голосования совместили с заботой о здоровье. Жители прямо на избирательном участке могли сделать прививку от гриппа. Для 500 нижнекамцев этот день стал особенным. Они впервые пришли на голосование. Это очень важно для каждого гражданина. Каждый обязан проголосовать, и я думаю, что это поможет для процветания нашего Татарстана. Первые выборы сделать такими, чтобы запомнились на всю жизнь. Так решил юный житель Мамадыша и впервые приехал на избирательный участок на электромобиле, собранном собственными руками. Сегодня я впервые иду на выборы. И чтобы этот день прошел не как у всех, мы решили с друзьями соорудить электромобиль, который в течение года изобретали. В Нурлате жители подошли к этому дню творчески. Семья Самирхановых перед голосованием заглянула в салон красоты, и на избирательный участок прибыли не только с патриотичным, но и с креативным настроем. Наш образ и конкретная прическа называется «Ветер перемен». Это перемены всегда положительные, перемены хорошие, тем более нашей республики. Завершится этот день в городах республики праздничными концертами. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.